Погода замечательная. Сейчас я иду, получается, на мероприятие. В России моя история, на первый фестиваль якутского языка и воспитания. И я прям в предвкушении этого фестиваля. Почему? Потому что это первый фестиваль. Во-вторых, мы должны знать и любить свою культуру. У нас якутская культура, она самобытна. И я думаю, сегодня там будет очень красиво. Там будет представлена и национальная одежда, и национальная кухня, и презентация, и различные книги на якутском языке, игры для детей. Будет очень много мастер-классов, и мне кажется, что все это нужно увидеть и посмотреть. Данный фестиваль проводится для пропаганды якутского языка. То есть сейчас население, дети в основном, да, перешли все на YouTube, то есть в YouTube мало якутского контента. Соответственно, наши дети начали говорить только на русском языке. И поэтому с целью того, чтобы вот язык не пропал, то есть если исчезнет язык, исчезнет и народ. Соответственно, вот с пропагандой якутского языка, национальной культуры проводится вот этот данный фестиваль. Вы рады, что сегодня так много людей и ваш фестиваль приобрел такую популярность? Ну, я конкретно представитель компании «Бичик», национальной издательской компании. И у нас миссия пропагандировать якутский язык. И с помощью издания национальных книг и продукций, в частности, игрушек, эко-игрушек, развивающих, да? И мы тут участники. Вот. И миссия данного фестиваля полностью соответствует нашей миссии. Я вам пожелаю удачи в этом процессе. Я думаю, да, что якутский язык нужно популяризировать. Обязательно, чтобы наши дети не забывали наш якутский язык, культуру. И то, что вы делаете, это замечательно, это вдохновляет. Спасибо вам большое. Так что приходите в наши магазины по Курашова 24, также Дом печати, автовокзал, первый этаж и также Бубусов. У нас там очень много развивающих продукций для наших детей. Хорошо, спасибо вам большое. Подписывайтесь на наш инстаграм книги Бичик. Хэштег Бичик сайдегі сертификат. Спасибо.
нравится все в национальной тематике. Игры есть, ну, как бы, есть игры, которые уже давным-давно мы все знаем, да, но содержание там нашей, да, Республики Саха, например, там ягоды, животные, там места какие-то, да, и чтобы дети через игры познавали нашу республику. Очень прекрасно, мы поддерживаем. Вот. Нужно, чтобы это все внедрялось в детские сады, потом более уже как бы игры такие поинтереснее, там, школы. И, конечно, это чтобы потом уже как-то внедрялось, ну, как бы в какие-то компьютерные игры, чтобы все это шло детям в игровой форме, и они как бы ближе были к своей родине, к своим корням, к своему Саха, своему, да. Вот. Поэтому тебе вот, нам очень понравилось. Спасибо, спасибо. Дает нашим детям, направляет развитие, выявляет таланты и дает творческое начало детям. И я думаю, это очень хорошая идея фестиваля, потому что здесь как праздник. Сегодня у нас как праздник, ощущение праздника. И все получают направление развития, кто чем интересуется. Кто-то лепка, кто-то рисование, какие-то спортивные соревнования, национальные виды настольных игр. А вот сегодня я представила свою, не свою, а вот книгу Вимельбух, первый иллюстрированный на якутскую тему, на тему Усыпа, нашего долгожданного праздника.
что архиерофит, да, интерпретация вашей мандали никогда не найдет. Вы сами интерпретируете. Окей. Потом вы разбиваете свою мандалу мысленно на две части, ну, на левую и на правую. Разделите прямо карандашом вот так делайте. Вот, ну, как будто мысленно. Это кто? Вот эта часть и то, что на ней изображено, это ваше прошлое, которое основывается чувство на тактильном. Молодец. Вот как раз мечты сбываются.